это так делает Альтман. У меня нет такой привычки, я боюсь что-то не так сказать. И долго это задержу ваше внимание. Значит, дело в том, что как-то совершенно случайно мне в руки попалась рукопись крымско-татарских народных сказок. Причем их мало кто знает, очень такие они на чисто крымско-татарском языке, и я задалась целью перевести их на русский язык. И как только я начала вот этот вопрос перевода, как сразу столкнулась с таким. Например, прачка. Сказка о прачке. Главное действующее лицо – мужчина. Вот я посмотрела фильмы об Индии, где мужчины стирают до сих пор белье. Это тяжелый труд. Оказывается, у нас в Средневековье в Крыму мужчины были прачками, а не женщины. Ну, я сразу мысль, как это перевести на русский язык. Потому что женщина-прачка, мужчина-прачка, как смешно звучит по-русски. Вот так вот все это сидела и советовалась со своими коллегами по кафедре. И я хочу сказать, что сразу заинтересовалась этим понятием сказки, и у меня такая цель появилась, не знаю, я надеюсь, что это получится, сопоставить два таких менталитета и два таких вот больших крупных таких понятия, как русские народные сказки и крымско-татарские народные сказки. И здесь, опять-таки, вот эта мысль о колоративной лексике возникла. Первое, что сразу же, вот на что надо обратить внимание, еще в конце 18 начала 19 века появилось такое понятие в лингвистике, лингвистическая языковая картина мира. Языковая картина мира, они впервые вообще очень заинтересовались, это в Германии немцы. Это был период, когда немецкая лингвистика, немецкая наука вообще была на высоте, философия немецкая на высоте была. И вот в это время Вильгельм фон Гумбольдт, человек глубоко уважаемый и любимый мною, он выступает с такой работой. У него мысль возникает написать работу, работа называется так. Может быть, кто-то читал. Правда, читать очень трудно. Немецкий язык научно очень тяжелый, даже в переводе. Значит, называется так. О языке народов Кави на острове Ява. Введение. Введение немецкого, вот такая книжка. Все остальное он не успел написать. Он скончался. Но вот это введение, это просто целая такая вот язык. И там впервые появляется такая мысль. Языковая картина мира. Языковая картина мира. Он говорит так. Многие считают, что один язык от другого отличается только фонетически. Там алма, там яблоко и так далее. Говорит, ничего подобного. В языке есть прежде всего картина мира у каждого народа. И она совершенно разная у каждого народа. И там же есть такая мысль потрясающая, из-за которой Гумбольдт вообще в советское время не очень любили и даже не позволяли о нем говорить много. Это то, что в языке народа отражается дух народа. И когда у него спрашивают, а что такое дух народа, он говорит, это есть у каждого. И это отражается в языке. Хотите знать, изучайте мифы, легенды, вы будете знать дух народа. Но если сказать одним словом, это великая тайна, я не могу ее описать. Она есть, но это тайна. И вот когда вот это все, на это обратила внимание, то я, в общем-то, заинтересовалась и с такой целью задалась вот сопоставить эти сказки. И мне совершенно случайно в руки попал вот этот сборник крымско-татарский, думаю, что много об этом не знают, но случайно из Москвы люди привезли на крымско-татарском языке, и вот первую часть ее, как бы я уже даже рассмотрела на основе сказок, народных русских сказок Афанасьева, Александра Николаевича Афанасьева, который собрал русские народные русские сказки, называется сборник, еще в середине 19 века. А в 2006, 2007 и 2008 вышел трехтомник «Народные русские сказки», издатель Афанасьев. И там, вот эти все сказки, это наши дети читают, Елена Прекрасная и так далее, и так далее. Все это очень ярко там все выражено. И вот, исходя из этого, я стала смотреть, думаю, а что же такое вот эта цветовая картина мира? Есть языковая картина мира, внутри есть цветовая картина мира. Или так называемая колоративная лексика. Языкознание так это обычно называют. Ну и прежде всего, там начинается с того, что вот существуют хроматичные цвета, или так называемые хроматические. Хроматические это те, которые ярко выраженные цвета, а ахроматические, это цвета бесцветные, так называемые белые, серые, черные. Но когда стали изучать, то пришли к выводу о том, что и таких-то цветов не так много, но оттенков миллионы, огромное количество. И сказка, цветовая лексика, она имеет прямое назначение. Это там золото, из золота сделано, это из меди, это из серебра. В русской народной сказке вообще, например, медный, серебряный, золотой прямо идет в одной связке. А с другой стороны, это всегда символика.
это всегда какая-то иносказательно-коннотативная лексика. И вот читаешь, я очень много прочитала работ, по русскому народу сказку очень много работ, интересно. Ну и там начинают описывать, что вот золото, вот, да, это вот из этого предмета сделано золото, а с другой стороны это роскошь, это красота, но без особой алчности. Там. И вошел он в сад, а в саду золотые цветы растут. Это явно. Или царство я хочу, одно царство медное, другое серебряное, а третье золотое. Ну тут явно уже какое-то такое насказание, богатство, роскошь предполагается. Ну и когда вот стала подсчитывать, и потому что надо, наверное, прежде всего подсчитать это количество этим сборникам, вот получилось, что самый распространенный, самый наиболее частотный цвет русской народной сказки – это золотой. Золотой в прямом значении и золотой в коннотативном значении, то есть в переносном значении. Там такого особо нет, что это, ах, такое богатство, надо его захватить. Но там всегда вот это восхищение могуществом,